Министерство информационной политики Чувашии совместно с Ассоциацией IT-кластер Чувашской Республики провел очередной ежегодный форум «Информационные технологии на службе общества, бизнеса и власти». Форум собрал всех, кто интересуется миром информтехнологий, для рассмотрения и решения вопросов, которые касаются построения цифровой экономики в регионе. С учетом того, что информационные технологии, компьютерные технологии, мы участвуем в федеральной программе по выравниванию цифрового неравенства, тоже привлекаем огромные средства. Буквально за последние 2 года, можно сказать, и в этом году реализуем. Почти 400 километров проложили кабельные линии. Это уже оптоволокно, это качество связи и все остальное. Поэтому любые передачи, касается это наших артистов, касается наших спортсменов, касается разных публичных мероприятий, теперь уже можно получать через интернет эти сюжеты, эти картины. Глава республики также отметил, что сегодня связь является одной из незаменимой отраслей, благодаря которой люди оперативно получают разного рода информацию, общаются друг с другом, несмотря на расстояние. И это радует. Только не все так хорошо, как казалось бы. Кибермошенники не спят и расставляют свои сети, в которые, к сожалению, и попадают пользователи интернет-ресурсов. Но с развитием информационных технологий, хочу сказать, это вы тоже знаете, хакеры появляются контраргументы, ряд других, соответственно, средств. Но вы знаете, что Владимир Владимирович Путин дал поручение, дал задание, поставил четкие задачи, чтобы наши сети, наши, соответственно, носители были намного сильнее, хотя американцы оценивают русских наших ученых, которые занимаются научной деятельностью, которые на самом деле специалисты своего профессионального дела на сегодняшний день, касаясь уже гиператаки, делают все для того, чтобы нейтрализовать. Поэтому задача органов власти создать благоприятную среду, задача бизнес-сообщества от спроса предложения получать прибыль. Мы создавали эту благоприятную среду и будем создавать эту комфортную среду. Задача предпринимательского сообщества не в одиночку, а объединить свои усилия и своевременно доводить качественный продукт своего труда. Поздравив всех работников радиовещания и связистов и пожелав им крепкого здоровья, глава Чувашии наградил достойных представителей отрасли ведомственными наградами. За большой вклад в развитие кабельного телевидения общество с ограниченной ответственностью компании «Телеком Плюс» благодарственным письмом Министерства информационной политики Чувашской Республики был награжден и наш коллега, главный инженер Вячеслав Федоров. В компании «Телеком Плюс» я работаю уже 10 лет. За это время было смонтировано более 50 километров оптического волоконного кабеля. Это соответствует тому, что городу Канашу мы можем оказать услуги более 90% жителям. И то есть, что включает в эти услуги? Это кабельные каналы, более 80 каналов аналоговых и цифровых каналов, интернет, более качественный, в соответствии современных трендов и требований. Действительно, планы у нас существенные. Это будет внедрение нового вида услуг, то, что для Канаша будет очень полезно, и это востребовано по Чувашии. Немаловажным для успешного движения в этом направлении является и подготовка кадров, способных уверенно применять новейшие технологии. Поэтому на форуме преподаватели и работодатели обсуждали, как совместными усилиями получить грамотных специалистов, пробудив в них мотивацию для освоения новых направлений. Сегодня потребность в сфере IT действительно растет по кадрам. Очень высокая потребность в IT-отрасли в кадрах. Далеко идущие планы по цифровой экономике и импортозамещению значительно ее подогревают, эту нехватку. Это естественно. При развитии любой отрасли, при быстром развитии, конечно, нехватка кадров это бывает. Это естественный процесс.
С переходом в цифру у граждан и бизнеса растет спрос на онлайн-сервисы. Большой популярностью пользуется единый портал госуслуг. Так что традиционная секция форума «Электронные услуги как зеркало отношений гражданина и власти» со временем актуальности не теряет. В качестве экспертов в этом году выступили представители органов власти, которые обсудили со слушателями тему «Как сделать электронный механизм предоставления услуг более удобным и популярным». Марина Баринова, Елена Бладцева, Павел Павлов. «Вокруг нас».